В Абхазии зарегистрировано более 48 тысяч человек, получающих пенсии и пособия, финансируемые за счет средств Пенсионного фонда республики. Около 9 тысяч человек из этого числа не получают российскую пенсию, и им абхазское государство выплачивает 2500 рублей в месяц. С октября 2021 года эта сумма увеличится до 3000 рублей. Однако выплачивать пенсию с доплатой начнут с ноября. Да, это была инициатива наших депутатов. Группа депутатов обратились в Пенсионный фонд изыскать возможность, чтобы повысить этим категориям. Мы тоже понимаем, что это суммы у них небольшие получают, и на эти деньги очень тяжело, естественно, прожить. Но тем не менее, по мере каких-то своих возможностей, сами ведь у нас есть определенные трудности уже с прошлого года, с началом пандемии. У Пенсионного фонда на самом деле колоссальные проблемы, именно связанные с поступлением страховых взносов. Как отметил председатель Пенсионного фонда республики Денис Гулария, ситуация с отставанием по выплатам продолжается уже более года. Дотации, которые были предусмотрены Министерством финансов в 2021 году в размере 150 миллионов рублей, уже освоены. В июле, августе и сентябре производятся выплаты только за счет поступлений в Пенсионный фонд. На данном этапе финансируются пенсионные выплаты за август, сказал Гулария. На сегодняшний день сумма задолженности Пенсионного фонда по выплатам пенсии и пособий за август составляет 48 миллионов рублей. Гулария уточнил, что эта сумма будет уменьшаться впредь в зависимости от объема отчислений в фонд. По большому счету, Пенсионный фонд – это как копилка. Сколько ты туда заплатил, столько и получил. Сегодня пришли, грубо говоря, завтра мы отправили нашим получателям. Тут все прозрачно, мы работаем в казначейской системе. Существенно снизились поступления страховых взносов как от хозрасчетных организаций, так и от государственных учреждений, пояснил Гулария. А сроки выплат пенсий зависят от темпов пополнения бюджета фонда. На сегодняшний день фонду должны порядка 300 миллионов рублей. Эта сумма существенно изменит ситуацию в лучшую сторону, уверен Гулария. Списания этих налогов нет, они уже у нас с 90-х годов накапливаются как снежный ком. Многие из этих организаций не то, что чтобы они долги погасили, да их физически просто нету, такие тоже есть. Но за 200 миллионов точно сумма у нас и есть, долги, которые нам должны. Даже ближе к 300 миллионам. Пенсионным фондом за август начислена сумма пенсий, пособий и доплат в размере 95 миллионов 961 тысяча рублей. На 16 сентября профинансировано 37 миллионов 919 тысяч рублей. По словам Гулария, в первую очередь финансируется выплата пенсий, пособий и доплат таким категориям пенсионеров, как инвалиды, участники Отечественной войны народа Абхазии, добровольцы, награжденные военными орденами и медалями, семьи погибших. Уже у нас, к сожалению, это продолжается год. Мы платим максимальное отставание у нас около месяца. Некоторые районы меньше отставания. Все категории в первоочередном порядке, нам были такие указания, в первоочередном порядке мы финансируем категории, связанные с Отечественной войной народа Абхазии. После того, как профинансируем все категории, связанные с войной, мы начинаем финансировать всех остальных пенсионеров, говорит председатель Пенсионного фонда. По словам Гулария, Пенсионный фонд планировал к лету выровнять ситуацию с выплатой пенсий и пособий, но за счет только своих средств без дотации это сделать сложно. Только за август Пенсионному фонду надо выплатить пенсии и пособий на сумму в 95-96 миллионов рублей. Растет ежемесячная потребность фонда для выплат всех пенсионных и иных обязательств. На это влияет и увеличение сумм доплат отдельным категориям получателей пенсии и пособий, а также увеличение реестра получателей пенсий. Сима Аргун, Рамо Камке, Абхазское телевидение.